4 года назад Ленур Ислямов со своим карательным батальоном совершили преступление против обычных крымчан, оставив без света и тепла в холодную осень около 2 миллионов человек. Действия батальона также несли смертельную угрозу для пациентов медицинских учреждений, оставшихся без энергообеспечения. Уже несколько дней в социальных сетях на страницах лидера запрещенной в России террористической организации Меджлиса Рифата Чубарова пестрит резолюция. Ее приняли все участники Конгресса крымско-татарского народа, а это всего лишь 30 человек. Малочисленное заседание прошло в Киеве. Многие видные крымские татары в социальных сетях, в публичной плоскости осудили факт проведения этого фейкового конгресса, требовали лишить полномочий тех лиц, которые собирают этот конгресс. Нужно понимать, что и сам Меджлис, и конгресс крымских татар не правомочен без поддержки крымско-татарского народа. После этой встречи Чубаров потребовал Зеленского в срочном порядке изменить статус Крыма. Призываю президента Украины немедленно подать в Верховную Раду законопроекты о создании крымско-татарской национальной автономии на территории Крыма, о статусе крымско-татарского народа и о коренных народах Украины. Мало создания национальной автономии, так глава запрещенного Меджлиса хочет взять полуостров полностью под личный контроль. Обсуждать с данной структурой все принимаемые властью решения, которые касаются статуса Крыма и режимов использования прилегающих акваторий Черного и Азовского морей. Все соглашения в этой сфере принимать с участием представительского органа Меджлис крымско-татарского народа. Выдвинутые требования Чубарова президенту Украины оценил депутат Госдумы России Руслан Бальбек. Международное морское право не знает, когда бы навигационная ситуация корректировалась какой-то организацией, не имеющей отношения не только к морской юрисдикции, но даже не являющейся государственной. Каким образом Меджлис стал главным гидрографом и навигатором прилегающих к Крыму Черного и Азовского морей? То, что требует Меджлис от украинского президента, это даже не невежество, это самодурство. Как отреагирует на это заявление президент, который совсем недавно упразднил комитет по делам крымских татар в Верховной Раде, пока неизвестно. Однако меджлисовцы готовы на все. Имя первого муфтия Нумана Челебиджихана они уже опорочили, назвав в честь него незаконное вооруженное формирование, которое нанесло ущерб своему же народу. На сегодняшний день с ними не считается ни правительство Украины, ни политическая элита на Украине, да и уже и Запад стал уделять меньше внимания в отношении этих беглецов. От этих людей массово начали отворачиваться их же соотечественники. Украинские татары ведут себя как бандиты. На государственном уровне чинят расправы с предпринимателями. Они полностью пытались уничтожить бизнес семьи Нимитулаевых в Геническе. К сожалению, в Геническом районе правоохранительные органы, это Геническ, прокурор района, СБУ района, начальник милиции района полностью были подвластны Меджлису, практически АТРу, потому что Херсонская область, как приграничный район и область, временное правительство Крыма там, военный прокурор Крыма, Гданов там. Полностью команда была Порошенко, поддерживает их, все, что они скажут, делать. Вот это все происходило. Пока сбежавшие политики из числа крымских татар на Украине продолжают политику выпрашивания у государства решения крымско-татарского вопроса, в Крыму совершенно иная ситуация. Крымские татары при российском государстве прекрасно себя чувствуют. Создаются комфортные условия для их жизни. Они развиваются вместе со всеми остальными народами республики во всех сферах. А малая часть уехавших крымских татар этим похвастаться не могут.